Сәлеметсіз бе? Здравствуйте! Вы на канале «Учим казахский с Ажар». Здесь мы учим казахский язык легко и понятно. Сегодня мы будем рассматривать такое слово, как «карлығаш». Вот здесь вот буква «к» с хвостиком, она звучит как «к», «карлығаш». Вот эта буковка «г» с черточкой, она звучит как «р», не «ре», не «г», «р», «р». Вот такое звучание встречается в украинском языке, по-моему, и во французском языке, и в ряде других языков. Карлығаш. Карлығаш – это ласточка. Также это и женское имя. Переводит этимологию, вернее, происхождение этого слова из тюркского языка и означает «вестник весны». Почему? Потому что ласточки прилетают после зимы, вот именно в тот период, когда уже начинается тепло. То есть это, оказывается, очень теплолюбивые птицы. Вот. И сразу могу сказать, вот фотографию подобрала карлығаш. Спинка у нее черная, брюшко у нее светлое, беленькое. Вот. И также можно сказать, что происхождение возможно. Значит, от слова «кар». «Кар» – это снег, то есть птица, которая прилетела после снега. Либо от слова «кара». «Кара» – это черная, то есть спинка у нее черная. Но с птицей карлығаш связано очень многое у казахов. Почему? Потому что считается, что карлығаш – это птица, которая символизирует, во-первых, дружбу с человеком. Во-вторых, защиту. Она защитница. Защитница семьи, она защитница добра, она защитница благополучия. Это птица, которая у казахов считается приносит береке. Береке мы тоже с вами как-то в более ранних уроках проходили. Береке – это такое емкое слово, которое характеризует или описывает в целом благосостояние. Благосостояние, изобилие, какую-то прям очень хорошую жизнь, очень такую изобильную, счастливую жизнь, спокойную во всех отношениях. Вот ласточка, она символизирует именно береге. Про ласточку иногда карлығаш упоминают многие писатели, поэты, говоря, описывая какое-то обычно девушку, конечно, да, но и могут какое-то, наверное, явление описать, которое очень такое хорошее, очень легкое, которое имеет какие-то защитные цели, либо друг человека, в общем, либо это вестник весны, то есть ласточку, как, знаете, как понимают, воспроизводят как вестник тепла, вестник весны, вестник того, что холода закончились, потому что казахи раньше были кочевым народом, и зима была очень суровым периодом года, очень суровым. Иногда были очень суровые зимы, и у них для таких зим даже есть специальное название. И когда прилетала ласточка, у казахов сразу было понимание, что да, все уже, тяжелый период прошел. И они связывали с этой птицей, наверное, самые-самые такие приятные, теплые ощущения, эмоции. Вот небольшой экскурс в это слово. А теперь мы, как обычно, начинаем составлять русские предложения и подставляем вместо слова «ласточка» слово «карлығаш». Вот. У меня в детстве какая-то ассоциация с детства есть. Был какой-то в советское время
мультфильм, где на ласточкино гнездо пыталась напасть то ли змея, то ли, в общем, кто-то. И она так отчаянно защищала своих птенцов. Мгм. И вот у меня почему-то вот это слово «ласточка», ну, наверное, действительно, это вот прямо символ защиты, да? Вот ласточка у меня, вот она прям бьется, она прям защищает своих птенцов. Вот карлыгаш, она символ какой-то защиты. Ну, это в моем понимании. Возможно, у вас тоже так же. Я помню в деревне, когда мы ездили в деревню, вот здесь вот под Алматой есть такое, сейчас это уже, по-моему, поселок, большой поселок городского типа, Узнагаш называется. Узон – это длинный, высокий, вернее, агаш – это дерево. Вот, Узнагаш, и там ласточка, карлыгаш, свила гнездо прямо на веранде, знаете, причем это закрытое помещение, то есть это как бы предбанник в доме. То есть днем дверь была открыта, а на ночь она прям закрывалась. И она прям внутри предбанника свила гнездо. Карлыгаш свила гнездо и растила там своих птенцов. Вот. И тогда это было просто, ну, как-то интересно в детстве, а сейчас я это понимаю, что на самом деле это какой-то символ того, что если у тебя дома карлыгаш свила гнездо и растит своих птенцов, а, это прям какой-то вот для меня какой-то прям, знаете, благостный какой-то знак. Знак того, что, может быть, этот дом как-то защищен, этот дом как-то, я не знаю, отмечен какими-то силами, я не знаю, в общем. Но какое-то очень приятное ощущение. У карлыгаш хвостик вот такой раздвоенный, ага, и по нему, по вот этому раздвоенному хвостику, ее можно очень легко отличить от других птиц. Спинка у карлыгаш черная, брюшко белое. Вот. Когда говорят в народе, говорят, что когда карлыгаш низко летает, будет дождь, по-моему, так, да? Вот. У казахов карлыгаш считался очень такой, знаете, священной птицей. Ну, я думаю, вот теперь вам понятно почему. Потому что, во-первых, это вестник тепла, вестник весны. Мгм. Во-вторых, ей какие-то приписывались какие-то священные качества. Защитные, что она несет. Скорее всего, это было связано, наверное, с тем, что она прилетала именно в тот период, когда заканчивался тяжелый период зимы, когда все начинало расцветать, когда телились, происходил отел у домашних животных. И, соответственно, когда происходит отел, ты уже понимаешь, что уже начинается изобилие. Ага, уже начинается изобилие, уже к осени уже вырастут и твое стадо увеличится. А увеличение стада для казаха – это всегда выживание, это всегда гарантия того, что они не погибнут, они пройдут через следующую зиму. Вот. Поэтому карлыгаш, ну, очень такое красивое имя. У меня, кстати, тоже есть несколько карлыгаш, подружек, знакомых карлыгаш. Ага, вот. И теперь в следующий раз, когда вы будете знакомиться с какой-нибудь, познакомитесь с какой-нибудь девушкой или женщиной по имени Карлыгаш, вам уже будет понятно вообще, откуда это все происходит, какой смысл казахи придают этому слову и что оно означает. Это ласточка. Вот. Поэтому составляйте свои собственные предложения для того, чтобы полностью и навсегда запомнить это слово. Вот. Не устаю об этом твердить, потому что это важная часть этого способа. Мгм.
надо составлять предложение до тех пор, пока вы прям почувствуете, что это слово зашло в вашу память, и вы никогда это не забудете. Вы прямо не пропустите, я думаю, этот момент, когда вы попробуйте. Возможно, вам придется составить достаточно много предложений. В моем случае это было и 40, и 50 предложений, но это только в моем случае. Я не навязываю, просто хочу сказать, что немножко потратив время, зато вы получите конкретный результат. Вы запомните это слово, плюс вы убедитесь, что этот метод, что этот способ рабочий. А не так, что вы посидели, послушали мое видео, закрыли и на утро забыли. Вот. Спасибо вам большое за то, что смотрите мои видео. Подписывайтесь, ставите мне свои сердечки, дарите сердечки, делайте перепосты, пишите комментарии. Продолжайте меня поддерживать. Я это очень ценю. Көп рахмет. Сау болыңыз. До свидания.